Всем привет! Сегодня у нас 25 июня, время 3 часа утра. Мы находимся на реке Мокша, недалеко от устья. Плутаем, не знаем, где спустить лодки. Решили остановиться возле дерева, на котором куча ворон сидит. Сейчас будем искать какой-то спуск нормальный и качать лодки. Не переключайтесь, будет интересно. Так, ну вот, нашли спуск. По всей видимости, здесь спускают катера. Сейчас наверху все расположим и будем спускать здесь лодки тоже. Такой вот бережок. Поедем туда. Туманчик, да. Ну все. Места красивые. На реке туман. Все, начинаем разбирать машину, лодки качать. Ты ничего не делаешь. Сзади страхуй, сейчас лодку едет. Да. Так, ну вот мы вышли на воду. Сейчас будем сплавляться. Мокша вниз по течению делает петлю там такую, образовывается там заводь интересная. Планируем до нее сплавиться, покидаем и посмотрим, что там в заводе будет клевать, ребят. А пока такая сплавная рыбалочка. Так, на этом участке реки Мокша уходит вправо, а налево, значит, такое ответвление, и оно как бы островом огибает, и там тоже соединяется с Мокшей. И мы хотим вот этот вот зигзаг попробовать в нем половить. Вот видно, вот Мокша уходит направо, и вот такая вот петля. Ну, я думаю, видно. Вот хотим туда зайти и там попробовать порыбачить. Так, у нас первая поклевка у Сергея. Что это было, Сергей? Голавля. Вот, пожалуйста, не могли мы пройти мимо этого завальчика. Решили покидать.
И Серега поймал голавлика, но он слетел у него возле лодки. Страшно, я поймал птичку. А, все, улетела. Запуталась в шнуре. Ничего себе. У нас тут целая банда. Юрик чуть воблером не застрелился на. Так. И у нас тоже поклевка в лодке. Гигантский окунь клюнул. Смотри, он в точку, как на Волге такой же. Ага. Ну ты что, липгриппом возьми его. Ну, конечно. А мне такого окуня. Все, отпустили. А солнышка что-то нет. Первое. Широк. А, щучка, ребят. Опа. Обрыбился на чайбика. Думал окушкана какого-нибудь поймать. А клюнул вот такой вот щурок. Как всегда, карцанки я ничего не достал. Да. Опа, 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 опа. Сожрал моего чабика. Зверек, ну. Отдай. Отдай чабика. Отдай чабика. Все, вот такая щука. Отпускаем. Так. У нас 3 поклевки. Серега там голавлика поймал, Леша окушка, я щурка. Рыбалка у нас только началась, время 6 часов. Продолжаем. Еще одна поклевочка, ребята. Щучка, наверное, тоже небольшая. Ага. Ох, что делает. Опа. Так, в этот раз клюнула на Crack Jack 58. Что, у нас дуплет? Не, ну это окушок, конечно. Да, а у Леши клюнул окунь. Опять окунь. Че, давай карцанг. Своего, наверное, так отцепишь. Да, жадно проглотил. Надо побольше поставить. Да, очень глубоко съел, ребята. Закровил. Так, ладно. Окуня отпускаем, давай это, на камеру. А щурка потом прооперируем.
Догоняет нас Сергей. А мы тут все в рыбе, все в рыбе. Так, все, щучку сейчас операция, я отпущу. Отпускаем. Эх, надо было дать ему отойти немножко. Ну, сейчас уплывет. Недавно не повредил еще. Ну, я не знаю, так жабры-то повредились. Ну, ребята, выживет, выживет, не выживет, не выживет, как бы, блин, ну, что же делать? Дай бог ему здоровья. Не застрелил меня Леха воблером, щучку он не схватил. Надо, хорошая такая была. Ну, так где, ну, на килограммчик, наверное. Да, Да, смотрите-ка, что она. Чуть глаз не выбил мне, да. Опасный, опасный. Что за воблер у тебя? Шалофёс от Шанинский. Шанинский шалофест какой-то у него. Вот террасно, смотрите, как что. Какая глубина тут? 2,6 метра. Да, нежданчик такой. Прям схватил, это не от берега, да? Да, вот здесь. А прям уже под лодкой. Он даже не схватил, как-то повисло даже. Я даже поклевку не почувствовал. Да. Юрик сейчас тут всю щуку задушит. Значит, мы какое дело? Мы обогнули этот остров, немного покидали. Тут вот 2 щурка поймали, вот сходик у нас, там у Сергея окушки там какие-то клюют. Мы с моторами, мы будем вниз по Мокше спускаться, попробуем голавлика половить, там может быть жерешка какого-то. А Юра у нас, он без мотора. То бишь Юра у нас будет конкретно, методично облавливать весь этот остров воблерами. Каких у него там только нет, громадных. И я думаю, что будет результат. Он все это там сфотографирует. Ну и расскажет нам. Я думаю, что он сейчас наловит здесь щукарей. А мы останавливаться не будем. Сейчас немножко здесь покидаем и пойдем по Мокше вниз, туда до Оки, наверное, посмотрим, спустимся. Так что вот такие пирожочки. Так, обогнули мы этот остров. Покидали. Щурки там есть, окушки. Юрика оставляем здесь, а сами спускаемся вниз по течению до устья реки, где Мокша впадает в Оку. Будем сплавляться и пробовать там, может, голавлик, жерешок, где-то вставать на якорь. Все, сплавляемся вниз. Поклевочка у Лехи. Жерешок. Ага, и жерешок у нас. Клюнул на гипноз, да? Да. Так, пробуем. Блядь. Вот это обосрался. Нет, запор. Фу, мошка началась, жесть. Ай, Так клевал маленько. Щучку одну поймал.
Большое? На 460 грамм. Ну 460 грамм это уже почти на полкило. Да. Понятно. А мы встретили Санька, они вон поднимаются. Че у них? Че? Судачка, говорит, одного поймали на троих. И съели сразу в лодке его. Намок. А вы че? Леха поймал жерешка небольшого такого. И все. И больше поклевок даже не было. Вода мутная. Так что надо раздеваться, разогревает. На джиг вообще нет. Вы видите, блин, мошки, мушкара здесь. Я думаю, надо перекусить. Как мы предполагали, Юран здесь надушил щурков уже, он целый кукан, места не хватает. Нет, там есть нормальный под кило, наверное, да. Отпущу. Ну все, можно отпускать, Юр. Пока живая. Отпускай давай. Отпускай на камеру. Да, пока живая. Давай, давай. Он ж 4 штуки в лодке съел. Я снимаю, Юр. Нет, ты взвесь сначала, давай общий улов. Погоди. Где мои весы? Так, глубина какая? Вот Юрик, вот рыбак. Почти 9. Юран! На углу будет. Погоди! Юр! Юр! Подождем, взвесим. Блядь, одна ушла уже. Да, ну все, отпускай тогда, не будем взвешивать. Давай взвесим. Какой тут вес маленький? Ну вот это нормально. 5 килограмм наберется. Ну какой? Ну 5 килограмм. Не, вот это, давай большую взвесим хотя бы. Все, Юрик все отпускает, ждал камеру, говорит, а то не поверите, что поймал целый кукан. Мы приехали, запечатлили все это, и Юрик отпускает рыбу. Я их поплыли, смотри. Ставим лайки, ребята, ставим лайки. Юра все отпустил. Крутяк. Ладно, сейчас тоже, может, живодристиков половим здесь. Вот на эти воблеры, да, Юр? Москва 128, это рудра. Вот так вот. Плавающая. На рудру плавающую. Вот. И на блюсенке. И на блюсенке. Москва плавающий. Красноперку смотри. На реджа. Я думал, окунь сначала. Где? Ну покажи. Ничего себе. Опа, 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 опа. Чуть-чуть в пальцы. Я заснял. Красноперку на реджа 56-го. Она срет, смотри, она срет. Ну берешь за ней, на. Насралам тут в лодку мне. Трясешь ты ее, на. Голавль, наконец-то, ребята, голавль в заводе вот в этой, на Ридж 56-й, у Лехи клюнул голавль-людоед. Единственное. Единственный, да. Клевал 2 раза, кстати. Голавль-людоед. Давай, отпускай. Так, ребята, клюнул щука-людоед. Вот такой вот. Ух. Надо зафиксировать на вот такого синего карася. Вот такой вот щурок. Раненый. Вот здесь вот, то бишь его. Щучка побольше, видимо, тут шпили-вили ему делала. Отпускаем.
Так, ну что, будем опять, наверное, сплавляться вниз. Просто встретили ребят на катере, знакомых. Они приехали сюда, посмотрели тоже этот участок реки вот с заводью и уехали опять на Аку. И мы сейчас, наверное, тоже последуем ихнему примеру, сплавимся, посмотрим новые места, просто полюбуемся. А если уж рыба будет клевать, то хорошо. Нет, тоже хорошо. Все, поехали. Так, ну что, сплавляемся до впадения реки Мокша в реку Ака. Прошли уже больше, чем до хрена. И увидели только один выход был у нас небольшого жереха. И все, ни поклевок нет. Просто сейчас принципиально дойдем до устья. Покидаем там немножко и будем возвращаться к машине. Наверное, пообедаем и посмотрим, будем рыбачить там в заводе, где Юра ловит щурков некрупных. Вот. Ну или на джиг, не знаю, если у нас найдутся такие снасти, чтобы на таком течении кидать, то будем кидать. Вот такие пироги. Погода что-то портится, ветерок, прохладно, снова одел куртку. Продолжаем отдыхать. Катаемся, красотища, наслаждаемся природой, ребята. Рыба — это все второстепенно. Рыба в спаре. Поймали только. Ну да, поймали пару хвостов, от 0 ушли и нормально. Так, ребята, наконец-то, блин. Клюнул жерешок. Мы вернулись. Ну, пришли на точку. Мы, когда прошлые выходные или позапрошлые, здесь, на этой точке, ловили жереха. Сейчас специально встали здесь на якорь. Сделали несколько забросов. И все-таки удача нам улыбнулась. Жерех здесь держится. То бишь, эта точка была проверенная. Уже мы с Романом здесь таких жерешков ловили. Так, ну что, будем брать. Опаньки. Ух. Ну, нормально. Награда за наши страдания, блин. Мы уже сплавились, блин, я не знаю сколько километров, блин, и ни одной поклевки, как бы. Но до этого места нужно было обязательно дойти, потому что, блин, я был в нем уверен, ну, так скажем, процентов на 80, блин, и эта точка выстрелила. У нас еще непосредственно перед впадением Мокши в Аку будет сейчас участок там где-то 150 метров. Мы тоже пройдем его сплавом и попробуем там тоже поймать. У нас тоже там были поимки. Ладно, давайте освободим рыбу и ее отпустим. Поклевка произошла на эльмину 44 размера, ребята. Лех, сделай фотографию, Лех, на телефон. А дай карцанг еще. Вот такая рыбка, ребятки. На эту точку уже встаем второй раз. Первый раз не удалось заякориться напротив этой точки. Кидали, поклевок не было. А со второй постановки удалось поймать
эту красивую рыбку. Опа. Отлично. Так, ну давайте ее отпустим. Все, отпускаем. Все, ушел. Фух. Супер. Так, ну вот мы и дошли до этого места. Впереди ока. Поклевок больше нет, но зато есть солнышко. Да, опять пригревает. Сейчас будем возвращаться к машине и будем обедать. Так, все, это, наверное, уже был крайний заброс. Все, возвращаемся. Как дела, Сергей? У нас тоже хорошо. Спасибо, что поинтересовался, Сергей. А у тебя клюет? И у нас не особо, Сергей. И мы одного. Большого нет? 460 грамм. Блин, а мы не взвешивали, но у нас, наверное, такой же, короче. На 462 грамма. Пошли это, как его, к машине, съедим Там что-нибудь. супер прокис, бля. Да, пошли, суп есть. Нормально. Че, нормально, жара такая. Какая жара, на. Спасибо. Ты смотрел, накутался он. Да, в шее напаришь, на. Я, чтоб не загореть. А в машине жарко, бля. Ну пошли, давай проверим, что там Юрик поймал, и пойдем к машине суп есть. Че, вон Юрик еще одного щурка поймал. Камера включена, да? Да, все, отпускай. Все, отпустили, ребят. Ты лодку уже свернул? Да, все. Собрал. Надо этого. 3-4. Раз. 3-4. Раз. 3-4. Раз. Все, заехала. Давайте, Илья спереди. Ломай. Взял. Опа.
Все, еще одна готова. Ребята, пока мы были на воде, Юра уже надоело ему рыбачить. Он вышел на берег и сделал ложки, ребята. Из палочки и ракушка. Перловица, да, она называется. Вот такие ложки, ребята. Вдруг кому-то пригодится. Все быстро, в походных условиях. Но я был предусмотрительным, и у нас есть ложки пластмассовые. Так что по желанию ребята могут есть такими ложками. Да, попробовать. Ну, а кто не хочет, я выдам сейчас пластмассовые. Тем более, есть железные. Ну, Юрик, тем не менее, все равно красавчик. Малорик вообще. У меня такая горелка есть, поменьше даже. Баллончик маленький. Я говорю, там Леня был, Коршев, да? Нет. На носу нет. Не было, оказался. Сейчас бы конец рыбы был. Сашка, понятно, Сашка сразу видит. Не гладь, прочь. Кис погладим домой. Лёнь не поехала втроем в одной лодке. Нет. Как бы у него же клёв весь пропал. То бишь 2 свидетеля это уже перебор, да? Потому что один может на него смотреть. Видел. Так, ну что, вот и подошла к концу наша вылазка на реку Мокша. Значит, было все это дело направлено на разведку новых мест. Данный участок реки находится выше устья реки Мокша где-то на 10 километров. Мы выбрали интересный участок здесь с такой заводью, которую решили обловить. Вначале Юрик у нас там надергал щурков. Мешок. Целый кукан. Все мы это отпустили, вы все это видели. А мы просто покатались, сплавились до впадения Мокши в Аку. Были какие-то поклевки, но нас это как-то не особо расстроило, то, что мало мы поймали. Просто была разведка новых мест, ребята, на Мокше. Нам все понравилось, отдохнули нормально. Да, Лёв? Да? Поймали много разных рыб. Даже красноперку. Да. Все, да? Пока. Пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч, друзья. Пошли плюшевые.